Здравствуйте. Это программа «Вопрос с пристрастием». Меня зовут Татьяна Боричевская. Чиновники начинают заниматься маркетингом, то есть торговать. Действительность заставляет. Своих денег, как обычно, ни на что не хватает. Поэтому для того, чтобы город или регион развивался, нужны инвесторы. А для того, чтобы инвестор пришел, его нужно заманить подготовленной площадкой и приятными перспективами. Что же мешает инвесторам, знает консультант Республиканского центра информационных технологий Андрей Бурдаев. Такой вопрос. Что мешает инвесторам сегодня? Это сложный вопрос? Нет. Простой? И что мешает сегодня инвесторам? Достаточно простой вопрос. Мешает то, что зачастую инвесторы приходят без сопровождения, без нормальной подготовки. Тут можно привести пример сценария, как это происходит примерно. Приезжает представитель инвестора, его тепло встречают, банкет, фуршет, объявление о инвестиционных намерениях, подписывается, в лучшем случае подписывается инвестиционный меморандум. Дальше потенциальный инвестор вступает в стадию прединвестиционной подготовки. То есть ему необходимо подготовить обоснование инвестиций. И тут появляются сложности. Тут уже на этом этапе появляются сложности. Андрей Бурдаев, 41 год, выпускник физико-математического факультета СГУ. С 94-го работал на рынке ценных бумаг, а в 96-м замгендиректора по разработке антикризисных программ. Затем консультант по финансовым и правовым вопросам ряда лесных предприятий региона. В 2007-м руководил коммерческой службой интернет-изданий. Затем снова были ценные бумаги, и вот с июля этого года консультант Центра информационных технологий. Занимается реализацией плана информатизации Коми. Приглашен в новый состав Общественной палаты республики. Но инвестор-то знает, на что он идет? Он знает, какие вложения требуются? Он обычно знает свою часть, сколько будет стоить оборудование, технология, но сколько будет стоить сама подготовка площадки под инвестиции, сколько будет стоить строительство, ему рассчитать довольно сложно. У московского правительства есть шикарный документ, который у нас в формате где-то А2 расписана полная схема жизненного цикла инвестиционного проекта именно по Москве. От подачи заявку на выделение земельного участка до ввода в эксплуатацию и получения свидетельства на право собственности. То есть там все понятно? Там все понятно. Вот в принципе, если бы такая методичка была на уровне республики, это бы упростило жизнь инвесторов на порядок. Они бы сразу могли представить, что им необходимо сделать, спланировать эту работу. Но сейчас ведется разработка такого же документа, шикарного, как вы говорите? Или нет? Не в курсе, но, скорее всего, начнется его ведение. Раз уж у главы появился отдельный заместитель главы, который будет заниматься непосредственно этими вопросами, очень грамотно, очень толковое решение, и надеюсь, что этот вопрос будет с места сдвинется. Сегодня вы можете вспомнить самого серьезного инвестора, который вложил свои деньги в Коми и не пожалел об этом? Серьезно отработала Монди Business Paper. В сентябре они запустят проект STEP. Работала очень серьезная команда на очень серьезном уровне. Это уровень выше даже общероссийского. Проект не заканчивается. Проект будет жить дальше. Они, опять же, Кавказский ЛПК запустил свой отдельный проект «Новый взгляд для лесоготовки». Там тоже собрана очень профессиональная команда. И я уверен, что у них все получится. Вообще инвесторов сейчас рассматривают как вот сами не можем обеспечить развитие промышленности, привлекаем деньги извне. У меня есть любимая поговорка, что россияне очень любят инвесторов, но постоянно путают их со спонсорами. Так, а в чем же различие? Инвесторы, собственно, свою выгоду ищут. Так точно, он должен получить свои деньги обратно с прибыли. Вот, например, резиденция Деда Мороза в Великом Устюге, как вам кажется, таким шикарным, вот вы опять употребляю ваше слово, инвестиционным проектом? Резиденция работает, приносит прибыль. Окупается, не окупается, честно говоря, не особо понятно. Родиной Деда Мороза Великий Устюг стал 12 лет назад. Сегодня идея поселить сказочного героя именно под Вологдой стала серьезным инвестиционным проектом. В 2006-м на Деда Мороза потратили больше 220 миллионов рублей. Уже в этом году особый интерес проект вызвал у инвесторов из Европы и стран СНГ. Сейчас речь идет о вложении 7 миллионов евро в новый дворец Деда Мороза и еще 20 миллионов в строительство Ледового дворца.
Ряд регионов России уже выставляет готовые инвестиционные площадки на обозрение инвесторов. То есть есть информация, что вот есть готовая площадка, границы такие-то, подключение-то такое-то. Там можно строить то-то, да? Да. Такого-то, такого-то каталог направления. Определенный. В принципе, а у нас есть он в республике? Есть каталог инвестиционных проектов, но каталога инвестиционных площадок я пока не встречал. Плюс в регионах работают для инвесторов службы одного окна. То есть за инвестором закрепляется определенный менеджер, и он его сопровождает от начала до конца, от органов госвласти. Помогает пинками, добрым словом сдвинуть с места, предоставить документы, ускорить процедуры. То есть как будто бы регион сам не заинтересован? Так получается? Регион крайне заинтересован в привлечении инвестиций. И надеюсь, что... Но условия не создает. В этом проблема. Надеюсь, что эти условия будут созданы. Тут недостаточно презентаций и красивых каталогов. Тут необходимо создать и предъявить потенциальному инвестору готовый алгоритм от подачи заявки до введения в эксплуатацию. Пока что идет надежда на заинтересованность инвестора. Да? Вот он до того заинтересован, что переживет все эти неурядицы. Все вытерпит, все переживет, построит, введет в эксплуатацию и начнет платить налоги в республиканский бюджет. Пока так? Пока так, но инвесторов встречает очень тепло, очень душевно, им все нравится, но хотелось бы, чтобы это все перешло и в практическое русло. Я знаю, что глава Вячеслав Гайзер включил ваше имя в список членов нового состава Общественной палаты. Что по Общественной палате можно сказать? Раз есть у нас электронное правительство, у нас появляются электронные граждане, у нас должна быть электронная Общественная палата. То есть основная эта цель, чтобы Общественная палата более активно использовала интернет-возможности для общения с гражданами и для общения с органами государственной власти. Это ваша собственная позиция? Это моя. Вы с этим идете? Это моя собственная позиция, и мне бы хотелось помочь Общественной палате более плотно использовать интернет-возможности. Как вы относитесь к тому, что чуть ли не по указке чиновники заводят блоги себе? Есть стандартные рекомендации по созданию блогов чиновников. Если ими воспользоваться, то может получиться довольно неплохо. Но, по идее, блог для того нужен, чтобы была обратная связь, чтобы чиновник мог общаться с населением, население с чиновником. Так точно. Его должно быть интересно читать. Вам интересно, чей блог читать сегодня? Чиркунов, губернатор Пермской области. Там и его личная жизнь, и проекты, которые реализуются в Пермском крае. Довольно любопытное чтение. В России уже давно стало традицией всецело разделять увлечения главы государства. Сначала во властных кругах увлекались теннисом, потом горными лыжами. Сейчас вот все дружно завели себе блоги. Одни, потому что так надо, другие от того, что просто интересно. Губернатор Кировской области Никита Белых прописался в интернете еще раньше президента и с тех пор слывет активным пользователем. На днях на заседании Госсовета под руководством Дмитрия Медведева был застукан за тем, что сидит в Твиттере, за что получил нагоняй. Вы согласны с таким мнением экспертов, которые называют блогеров представителями пятой власти? Очень свободная площадка для обсуждения различных политических событий, экономических, любых событий связанных. К этому все, в принципе, и идет. На том же Западе чтение блоги уже дополняют, а в некоторых случаях и заменяют средства массовой информации. В том же Твиттере информация о событиях появляется на порядок быстрее, чем в средствах массовой информации. Мы к этому тоже идем? Мы к этому тоже идем, и никуда мы от этого не денемся. Темп жизни становится все быстрее и быстрее. Людям необходимо получать информацию как можно быстрее и как можно полнее. Поэтому блоги начинают потихоньку дополнять наше информационное пространство. То есть, значит, скоро, если ты хочешь, чтобы информация, которая должна быть услышана, была услышана как можно быстрее, размести ее лучше в блоге. И не обращайся на телевидение, например, в газету. Абсолютно верно. И к блогам в некоторых случаях даже больше доверия. Потому что... Плюс принцип сарафанного радио, это все довольно быстро распространяется по интернету. Членство в Общественной палате, оно на самом деле открывает какие-то двери? Я сомневаюсь. У вас нет такого ощущения? Нет такого ощущения. Это даже не медаль, это дополнительная общественная нагрузка.
А вот потом, по истечении срока, в вашем послужном списке будет значиться с такого-то по такой-то, заседал в общественной палате. Значит, что-то можно дальше продвигаться. Если будет какой-то результат, можно включать. Если результата не будет, это будет не плюс, а это будет лишний упрек в том, что, имея дополнительные возможности, они не были использованы. То есть вы не любитель популизма? Нет. Абсолютно. Мне больше нравится конкретный реальный проект. Начать, внедрить и закончить. Акцент на то, что вот то, что сейчас проходит в комментариях, что палата должна за что-то воевать, кого-то ставить на место. Кого, чиновников? Чиновников ставить на место, государство ставить на место, выбивать, добиваться. Мне кажется, что это не совсем полно отражает тот состав настроений граждан Республики Коми. Республика довольно спокойная, взвешенная и конструктивная в своей массе. Но проблемы-то есть. Проблемы есть, но проблемы можно решать и в спокойном ключе, не загоняя ситуацию в тупики. Сейчас получается, что многие провоцируют общественную палату или обвиняют в том, что она или бездействует, или действует так, что этого никто не видит. То есть хотят зрелищности или чего? Хлеба и зрелищ, крови, вызвать чиновника на ковер, разнести его в пух и прах. Народный суд, так как получается, По сути, да, но это не совсем функция общественной палаты. Андрей Николаевич, спасибо вам за познавательные комментарии. И с днем рождения вас, кстати. Спасибо. Пока первый гость, который практически празднует свой день рождения в студии. Спасибо.